Меня очень позабавила вот эта мотивировка об отсутствии новостей летом, потому что, безусловно, для профессионального журналиста не может быть межсезонья там, или мертвого сезона. Более того, современные журналисты, в принципе, вот агентство БНКоми тому яркое свидетельство, само создает информационные поводы, не только бегает и ищет информационные поводы у других. Поэтому, безусловно, это, скажем, такой был детский сад, ромашка. Вот. Но, тем не менее, дело-то, конечно, не в этом, а в том, что это все было ожидаемо и предсказуемо. И вопрос только стоял в том, что когда это время наступит, когда газета, ну, пусть нечестно, но признает, что они приостанавливают свою работу, а по сути, на мой взгляд, они ее просто останавливают. Потому что тот маховик, который был закручен последние года 4 вот, при нынешней команде руководства редакции, в общем-то, это было абсолютно, скажем так, логично, потому что люди попытались отказаться от своей главной целевой аудитории, это старшее поколение Республики Коми. Собственно говоря, это то, чем славилась газета, и то, благодаря чему газета наработала такой имидж, что вот в мой еще период, моей юности, была просто дикая очередь, и попасть на работу в редакцию «Красного знамени» было просто нереально. То есть нужно было быть мега-талантом, мега-профессионалом с массой креативных идей, чтобы тебя просто взяли на практику. А уж о том, чтобы попасть в штат, ну, можно было только мечтать. Последние 4 года газета отказалась, вот я повторюсь, от своей главной аудитории, от ветеранов. При этом они попытались охватить молодежь и среднее, вот так называемое деловое поколение. А, как известно, объять необъятное невозможно. Поэтому тот факт, что газета просто стала превращаться в некого такого медийного трупа, ну, как бы оно все это происходило на наших глазах, плюс совершенно, на мой взгляд, нелепое заигрывание с «Желтым домом», с намеками на то, что, ребят, вот как бы заметьте нас, там, да, мы здесь, мы готовы с вами работать. Вот, при этом, мне кажется, что никакой на самом деле оппозиционности-то ведь не было. То есть это такая псевдооппозиционность для того, чтобы там большой папа, там мы понимаем, кто у нас здесь таковой, да, заметил, взял в систему, встроил, дал денежек, и чтобы все было замечательно. При этом бы ребята продолжали сидеть на некой такой оппозиционной нише, продолжая, значит, мочить там тех, кого, ну, мочить можно было бы. Вот. Поэтому вот с такой, скажем так, продажной позицией, ну, журналистика в таких небольших регионах, как Коми, безусловно, существовать не может. Специфика нашей республики такова, что вообще средства массовой информации не могут быть друг другу конкурентами, просто потому что грамотные СМИ, они просто выбрали каждая свою нишу. И, по сути, у информагентств даже внутри как бы, медиапространства виртуального у них там одни ниши, у печатных СМИ другие, у телевидения там третьи, у радио четвертые. Поэтому вот мы все сами по себе, мы друг другу не конкуренты. И уж тем более нельзя называть конкурентом то средство массовой информации, которое, я вам прямо говорю свое личное мнение, что оно давно превратилось в медийного трупа. Поэтому, безусловно, никакой конкуренции речи быть не может. Более того, скажем так, ну, может быть, это покажется нескромным, но тем не менее, я считаю, что ветераны нашей республики сегодня видят только одно издание, это наше. И пачка писем, которые я получаю каждый день, это вот такие стопки еще на тетрадных листочках, там, ручкой, с справками, карандашом, они говорят о том, что, ну, люди читают нас. Если честно, вопрос больной, потому что сейчас я просто физически понимаю, что 24 часов в сутки мне катастрофически не хватает. Ровно потому, что приходится заниматься и журналистикой, и общественной деятельностью. И все-таки я такой человек, который очень ответственно относится к любой работе, которую мне доверяют. И я не могу подвести ни других, кто мне это доверил, ни саму себя. Поэтому я стараюсь работать на результат. И, ну, по сути, как бы пока это удается, но удается большей частью за счет сна. Вот. Пока что я могу сказать, что в равной степени 50 на 50 журналистика и общественная деятельность. Журналистика, она интересна всегда, просто потому что это, скажем так, мое призвание. Это я уже точно почувствовала, потому что уже побывала на госслужбе, то есть я уже дистанцировалась на определенный период своей жизни от журналистики. Я поняла, что я по ней страшно скучала, мне ее не хватало, у меня как у наркомана была ломка, и мне хотелось туда вернуться. И вот в журналистике я себя чувствую абсолютно в своей стихии, вот. Но вот тот, скажем так, 2,5 года, вот этот новый опыт работы на общественной ниве, он тоже оказался интересен, и потому что есть некий положительный результат, и это меня вдохновляет на продолжение работы именно вот в этом направлении. Я думаю так, что если, скажем, через какое-то время мне удастся отладить систему в редакции таким образом, чтобы там все функционировало без меня, то я, наверное, со спокойной душой смогу уже сконцентрироваться на общественной и, быть может, политической работе, не стала бы пока зарекаться.
в части политики, потому что есть не очень удачный опыт. Вот. Но, тем не менее, пока вот я чувствую, что вот это мое детище КЗС, и пока оно не будет крепко стоять на ногах, да, и развиваться без меня, безусловно, я оставить не смогу. Конечно, хвастаться бы не хотелось, да, потому что, в любом случае, скажем так, общественная палата – это команда. То есть, я считаю, что невозможно что-то сделать в одиночку, даже неважно, там, ты в палате работаешь или ты общественник сам по себе, у тебя своя организация. Потому что в любом случае нужно подключать людей, нужно подключать органы власти, потому что, как правило, все проблемы людей так или иначе завязаны на органах власти. Нужно подключать коллег. Вот, поэтому, могу сказать, что вот самое мое начало общественной жизни 2,5 года назад, оно было обусловлено таким, скажем, хорошим достижением, опять же, повторюсь, совместным, по решению вопроса по переселению вдов, шахтеров в Воркуты и Инты. То есть тот вопрос, который с 70-х годов было просто невозможно сдвинуть, и понятно, что он решен не благодаря мне, а просто я вот та частичка, тот еще один механизм, который был вставлен вот в этот маховик, он очень эффектно закрутился, и тут, безусловно, что греха таить, тут в основном это, конечно, заслуга руководства республики, просто потому что дожали федералов, дожали Северсталь, и вот так сошли звезды, что в тот период просто удалось как бы встроиться вот тоже в эту проблему и на своем уровне, как бы в своем сегменте там, да, тоже помочь ее решить. Вот. А далее, там, все 2 года работы в палате, это конец прошлого созыва и это в основном локальные проблемы. Вот. Скажем так, сейчас вот первое, что приходит на ум, это Ухта. Так уж получается, что в последнее время больше всего каких-то не очень приятных ситуаций, связанных с проблемами населения, они так или иначе связаны с Ухтой. Скажем, я считаю таким достаточно серьезным достижением, пусть, опять же, мелкий, но все-таки очень важный вопрос по ларькам. Если вы помните, агентство про это много писало, о том, что стоял вопрос о сносе ларьков в Ухте. Предприниматели обратились в комиссию, которую я возглавляю в палате. Мы выехали на место и, по сути, в общем-то, сделали то, что можно было сделать ведь и без нас. Нужно было просто выстроить диалог между предпринимателями, бизнес-сообществом, уважаемым бизнес-сообществом, муниципалитета и властями. Вот мы, собственно говоря, просто поработали таким мостиком. Но, к сожалению, так получается, что этим мостиком приходится работать и дальше. Если сказать совсем откровенно, то, на мой взгляд, прошлый созыв палаты сработал более эффективно, чем нынешний. Быть может, нынешний состав еще просто раскачивается, потому что там достаточно много новичков. Вот. Но почему-то мне кажется, что в прошлом созыве мы были дружнее, мы были более сплоченные, и нам удавалось сделать больше. Быть может, тут еще тенденция времени, потому что, поняв, что палата что-то может, стало обращаться гораздо большее количество людей, групп людей, целых предприятий. И в этом созыве у нас очень много обращений. Мы, к сожалению, не успеваем вовремя рассматривать все и оперативно реагировать на все, потому что членов палаты всего 30, а обращений гораздо больше. Вот. Я очень надеюсь, что все-таки это время раскачки оно как можно быстрее закончится, потому что период действия палаты он очень небольшой, и нужно постараться сделать все для того, чтобы помочь реальным людям, чтобы они не разочаровались. Поэтому пока, мне кажется, палата нынешнего созыва работает не на 5. Скажем так, я бы поставила 3 с плюсом. Я не оценила ту поляну, скажем так, на которую я решила зайти. То есть мне казалось, я тогда еще была, скажем так, с какими-то остатками наивности в голове, мне казалось, что вот если я приду, и если у меня есть достаточно идей для того, чтобы сдвинуть с места вот некое мертвое существо, то у меня априори все получится. А оказалось, что если в этом мертвом существе находятся люди, которые не заинтересованы в том, чтобы его оживить, то неважно, есть у меня идеи, нет у меня идей, хочу я что-то сдвинуть совершенно искренне или не хочу, этого просто сделать не дадут. Да, безусловно, можно было остаться в партии, можно было продолжать биться, но, на мой взгляд, жизнь коротка, чтобы вот ее тратить на то, на что тратить смысла не имеет, просто потому, что люди этого не хотят. То есть те люди, которые сегодня в руководстве Коммунистической партии в Коми, они не хотят ничего сдвигать, их все устраивает. В каком-то смысле это жизнь по типу знаменитой классической фразы литературной «как бы чего ни вышло». То есть проще не делать ничего, чтобы не было ошибок. На мой взгляд, так существовать в политике просто невозможно. Да, можно ошибаться, можно двигаться не тем путем, но надо что-то делать.
Ну, потому что иначе зачем вообще заниматься политикой? Потому что, да, политика это что? Это там стремление удержать власть. И использовать власть, ну, там, кому там для собственного блага, кому для блага общества, там, своей, скажем так, целевой аудитории. Ну, там, это использование власти, использование ресурсов. А если ты захватываешь эту власть, а потом на ней сидишь, как собака на сене, ну, тут простой вопрос, зачем это делается? Вот так и не найдя ответов на вот эти многочисленные вопросы, ну, спустя год я поняла, что это не мое. Вот, но, тем не менее, я готова была, скажем так, задвинуть свои личные эмоции очень далеко и очень глубоко для того, чтобы все-таки вот дело-то сделать. Потому что очень много в том курсе, который значит, взяла КПРФ федеральная, очень много здравых и интересных идей. Но, тем не менее, вот та команда, которая реализует этот курс в Коми, но она просто всячески дала мне понять, что я человек там ненужный, а я не привыкла навязываться. Это никакой не понятийный конфликт, более того, с массой членов партии, ну, если это можно назвать массой, скажем так, с ветеранами, в основном с ветеранами, которые придерживаются коммунистических взглядов и, ну, в основном, как тоже показало время, это не столько взгляды КПРФ, сколько взгляды КПСС, скажем так, просто ностальгия по Советскому Союзу. С этими людьми у меня великолепнейшие отношения были, есть, и я надеюсь, что будут. Мы публикуем их письма в нашу редакцию, их размышления о том, куда двигаться республике, куда двигаться стране, об их каких-то личных достижениях. Вот. Все это имеет место, но, безусловно, рыба-то гниет с головы. И, собственно говоря, рыба под названием Риском КПРФ, на мой взгляд, она гниет с головы под фамилией Вячеслав Шулепов. Вот поэтому это, безусловно, был личностный конфликт. И, как мне говорили, значит, его соратники, что человек просто испугался в какой-то момент, что я со своим бешеным напором, там, абсолютной, с его позицией неуправляемостью, могу просто взять и его подвинуть. Хотя, просто положа руку на сердце, могу сказать, что никаких мыслей таких абсолютно не было. Мне просто хотелось быть частью вот этой коммунистической партии с тем, чтобы что-то можно было сделать и реализовать те здравые идеи, которые, вот повторюсь, сегодня есть в федеральной КПРФ. Ну, человек подумал, что что-то там совсем не то происходит, что за его спиной там может случиться какой-то переворот, и в духе большевизма, значит, просто взял и совершенно незаконно выгнал меня из партии. Ну, на данный момент моя апелляция находится в Москве, в Центральном комитете КПРФ. Я прекрасно понимаю, что даже если решение будет принято в мою пользу и меня восстановят в рядах КПРФ, то, безусловно, я свой членский билет все равно им отдам. Потому что я не готова идти в ногу вот с такой партией в республике. Ну, я бы не сказала, что у нас есть просто вот, скажем так, политики с какой-то безупречной репутацией, там, да, с безупречным имиджем, которых можно назвать просто идеалами в сфере политики. Я таких не знаю. Я могу только говорить относительно, но я бы, наверное, назвала в первую очередь Владимира Александровича Торлыпова. Человек, который я очень неплохо знаю, не только как главу, но и, там, смею сказать, что и как человека. И мне кажется, вот с его человеческими качествами, такими как порядочность, доброта, умение держать слово, вообще-то в политике не держится. Так уж, если говорить откровенно, потому что, ну, в политике нет ни дружбы, ни любви, есть только интересы. И вот сохранить то человеческое, которое сохранил себе Владимир Александрович, при этом добиться таких высот, стать высшим должностным лицом Республики Коми, ну, как бы, вот, это удивительно, и, наверное, это самый яркий пример того, что на самом деле можно быть политиком и при этом оставаться человеком, спать со спокойной совестью и открыто на улицах встречать людей и не бояться, что они тебе скажут что-то плохое. На мой взгляд, люди уже настолько устали от политики как таковой и от, скажем так, большей части ее представителей, которые очень много говорят и очень мало что делают, но что, безусловно, вот в том виде, в котором политика у нас существует очень много лет в стране, ну, наверное, уже просто так уже больше невозможно существовать. И лично меня очень радует, что в республике, в частности, да и в целом в стране, находится все больше людей вот, с настолько активной гражданской позицией, что они готовы заниматься общественностью для того, чтобы делать конкретные дела. А, собственно говоря, это ведь то, для чего и нужна политика. Давать обещания и выполнять их, и при этом, чтобы решались конкретные проблемы конкретных категорий граждан. Поэтому, мне кажется, сам факт того, что у нас вот так активизируется общественность, это логично, это ожидаемо, это назрело, и я думаю, что, вот, собственно говоря, за общественниками это будущее, в том числе в политике. Когда я съездила на учредительный съезд в Москву, ОНФ,
Вот я пообщалась с очень многими людьми, меня вообще очень порадовало, что фактически не было видно каких-то вот уже таких приевшихся лиц, федеральных политиков, которые там просто на каждом углу везде светятся и много говорят. Таких лиц было очень мало, а очень было совершенно незнакомых лиц, ну, там, да, в федеральном масштабе. Из регионов и с очень многими людьми, с которыми я общалась, это общественники, говорили о том, что они до сих пор сами удивлены, что у них не было никакого блата, никакой какой-то махровой руки, ни денег, вообще ничего. Они просто работали в своем регионе, делали свое дело, им позвонили из Москвы и предложили вступить в ОНФ. То есть люди искренне удивлены, они ничего для этого не делали специально, для того, чтобы вот в этот лифт, как сейчас называют, такой карьерный социальный лифт, чтобы в этот лифт зайти. И на самом деле это очень радует, потому что мне кажется, что, вот, собственно говоря, если ОНФ будет состоять как раз-таки из таких людей, совершенно конкретных представителей общественности, которые не думают о политике, а которые думают о том, чтобы грамотно и успешно реализовывать вот дела в тех нишах, которые они для себя выбрали, вот тогда у ОНФ будет великолепная перспектива. И мне очень хочется надеяться, все-таки оптимист по натуре, мне очень хочется надеяться, что это получится. Многие знакомые говорят о том, что все равно это все в итоге сведется к политиканству. Я думаю, что не сведется, потому что сегодня, мне кажется, уже даже сам Путин как бы высоко не находился и там далеко, скажем так, вот от земли, там, да, от регионов. Но мне кажется, даже уже он прекрасно понимает, что вот, уже невозможно. Вот этот уже маховик политико-чиновнический, он уже до такой степени себя, скажем так, спровоцировал, что усталость у людей, она вполне объяснима. И если сейчас не сделать ставку на нормальных людей, которые готовы будут сдерживать свои обещания, у которых есть масса идей, и которые, опять же, думают не о постах, а о том, чтобы просто использовать власть, в хорошем смысле слова использовать, как ресурс для реализации своих задумок, хороших, там, да, позитивных, вот для этого фронт и нужен. Что же касается меня, пока мне таких предложений не поступало, но если они поступят, я думаю, что я буду готова их рассмотреть, не столько как журналист и как главный редактор, сколько, скорее всего, как член палаты, потому что опыт на самом деле наработан по самым разным направлениям. Сейчас с февраля я веду еще одно направление ЖКХ в рамках общественного центра ЖКХ «Контроль». Я думаю, что если здесь, скажем так, те люди, которые возглавят фронт, сочтут интересным мой опыт и сочтут его полезным, я буду готова с радостью им поделиться. В первую очередь, безусловно, на мой взгляд, нужно делать ставку на старшее поколение, потому что очень много активных людей, боевых, скажем так, задорных, с массой идей, живущих в ногу со временем и реализующих совершенно конкретные дела. Это советы ветеранов, которые существуют в каждом городе и районе, у которых превосходная сетка общественников по населенным пунктам. У всех есть свои так называемые ячейки, первички. Это на сегодня вот тот пласт населения и вот, не побоюсь этого слова, элита, которая сегодня серьезно контролирует ситуацию в республике, которую люди уважают, прислушиваются, и это те люди, которые помогают пожилым решать их совершенно конкретные проблемы, при этом совершенно конструктивно взаимодействуя с властью, прекрасно понимая, что просто ругать власть это бессмысленно. Советы ветеранов сегодня пытаются, им это удается, устраивать диалог и с властью, и с контролирующими структурами, и с оппозицией, которая существует не только среди населения, но и среди самих представителей старшего поколения. Вот, на мой взгляд, это, скажем так, должна быть основа, скажем так, фундамент ОНФ в Коми. Вот. Плюс нарождающиеся ТОСы. Там представители самых разных возрастов и социальных, скажем так, социальных статусов, но это тоже очень интересные люди. Вот наша газета сейчас активно с ними взаимодействует. Сейчас выпускаем уже тематическую страницу, уже знакомимся активно с ТОСовцами из разных муниципалитетов, в основном, как правило, это сельская глубинка. И очень радует, что люди не утратили оптимизма, и люди очень уже много всего делают сами. Очень многие считают, и их можно понять, и я тоже отношусь к их числу, что Владимир Владимирович не всегда делает ставки на тех людей, на которых ставки делать нужно. В части и своей команды в правительстве, вообще в руководстве страной, и в части губернаторов. Вот. Поэтому, безусловно, если бы этих ошибок было меньше, на мой взгляд, было бы меньше, наверное, агрессии персонально к нему, потому что все мы прекрасно понимаем, что короля делает свита. То есть какова команда, значит, таков и ты. Если у тебя есть министры, которые
там, в свое время занимались производством табуреток, а потом стали воровать какие-то безумные миллиарды, там, которые, ну, простой народ просто себе не представляет, как они выглядят. Ну, о чем мы говорим? Ну, конечно, ничего там веселого, там, и радостного быть не может. И, безусловно, сразу же возникает мысль о президенте, а почему он поставил такого человека, а мог ли он его проверить, мог ли он его оттестировать. И вот в этом смысле мне очень нравится старая добрая советская система. Ну, я-то ее не застала, но и родители, и взрослые как бы, знакомые рассказывали о том, что невозможно было занять какой бы то ни было серьезный пост, пока ты не пройдешь вот снизу все ступени. И это касалось человека в любой профессии. Если ты хочешь стать директором предприятия, ты не станешь директором предприятия в 27 лет, как это возможно сегодня в нашей стране, и Республика Коми тому подтверждение. Ты сначала будешь простым рабочим, и дальше ты будешь постепенно двигаться, набирая свой вес, осознавая, что делать на том или ином уровне, на том или ином предприятии, и только после этого, быть может, ты его возглавишь. А сейчас, безусловно, все это происходит вот так вот с кондачка. Ну, там, понятно, что это и проблема отсутствия кадров, но это и проблема вот некой такой системы, бессистемной, когда назначают абы кого, потом обжигаются, человека увольняют, ну, в худшем случае сажают. Ну, дело-то пострадало, предприятие пострадало, регион пострадал, страна пострадала. Поэтому, безусловно, вот это требование более тщательно относиться к кадрам, оно, естественно, должно в первую очередь быть адресовано президенту, оно и адресуется главе государства, это абсолютно нормально. Мне кажется, что вот этой вот некой тестовой системы оценки кадров ее очень не хватает. Работа на посту главреда, она научила, во-первых, делить на 10 любое слово любого политика и любого бизнесмена, не доверять, но при этом стараться вести себя очень достойно и сдерживать свои обещания, рассчитывать на то, что твои партнеры сдержат свои обещания. И если этого не происходит, не впадать в панику, не впадать в истерику и ни в коем случае не использовать газету как ресурс для сведения счетов. Вот, собственно говоря, к вопросу о том красном знамени, это еще, мне кажется, одна их, скажем так, ахиллесова пята. Они постоянно старались сводить счеты. Вот им кто-то не нравится, у них там, значит, есть черный список. Кто-то им очень замечательно помогает, дает денег, у них есть белый список. Ну, так невозможно. То есть это возможно, но до поры до времени, потому что читатели не дураки, они все прекрасно понимают. Когда из номера в номер мочатся, скажем так, да, одни и те же люди, хвалятся, там тоже одни и те же люди, это не может не наводить на мысли. И вот в этом смысле тоже у меня и, как бы, и многие родственники говорят о том, что ну как вот ты там про одного мэра можешь писать сначала хорошо, а потом плохо. Я говорю, ребят, а кто вам сказал, что про мэра надо писать только хорошо или только плохо? То есть сегодня он сделал что-то хорошее, мы пишем о нем хорошо. Завтра он накосячил, извините за выражение, значит мы пишем, что человек поступил неправильно. Возбудили на него уголовное дело, почему мы не должны про это писать? Вот. То есть вот этому тоже учит пост главреда, как бы отделять абсолютно личное от рабочего и стараться со всеми выстроить максимально, скажем так, не то что выгодные отношения, да, а эффективные отношения для того, чтобы, ну, скажем так, там, твое средство массовой информации получало и эксклюзивы, и старалось быть в курсе всех событий, ну и при этом как бы вело себя порядочно и все-таки старалось доводить правду до населения. Искренне говорю огромное спасибо БНК, потому что благодаря этому агентству у меня наращен такой слой кожи, который уже, наверное, можно назвать панцирем. Вот, потому что в свое время, поначалу, я переживала страшно за каждый комментарий. Мне казалось, что люди искренне вот так вот плохо обо мне думают. Я не понимала, почему это происходит, ведь вот я же себя знаю, я же понимаю, что я не такая. А со временем просто стала понимать, что, во-первых, ну, как бы ты не рубль, чтобы всем нравиться, и это нормально, что кто-то думает о тебе плохо. Конечно, неприятно, что тут скрывать, неприятно до сих пор, когда критика, она высказывается в какой-то, скажем, такой маргинальной форме. Но, собственно говоря, со временем у меня и отношение стало там соответствующее. Когда я вижу в комментариях какие-то здравые идеи, они на самом деле есть, и, ну, как правило, это пишут одни и те же люди на БНК. На самом деле это интересно, и, ну, там, скажем так, это повод там задуматься, что можно еще изменить или что можно там еще реализовать. А, к сожалению, большая часть комментариев, она, скажем так, пустая. Это даже не критика, это некая попытка обсудить, как я выгляжу, почему я возглавляю редакцию, почему у меня есть такой ресурс, как РИА Новости, почему я могу свободно заходить в «Желтый дом». Ну, мне кажется, что это пишут люди, которые, может быть, где-то в глубине души сами хотят оказаться на моем месте, но в силу определенных обстоятельств они этого не могут. Вот. И
ну, а что говорить о людях, которые страдают завистью? Им можно только посочувствовать. Вот. А что касается коллег журналистов, ну, не знаю, может быть, я не разбираюсь в людях, но мне почему-то кажется, что это не журналисты. Мне почему-то кажется, что это совершенно другая категория людей. Ну, наверное, может потому, что журналисты, мои коллеги, вот, в каких бы обстоятельствах я с ними не встречалась, мы всегда улыбаемся, там, мы обнимаемся, мы как бы, там, обмениваемся какими-то приятными словами. И мне не кажется, что это люди, которые потом приходят домой, поужинав, садятся за компьютер и начинают писать там обо мне какие-то гадости. Мне кажется, что это не они. Вот. Но, тем не менее, вот повторюсь, огромное спасибо БНК, потому что я научилась отделять зерна от плевел. Положа руку на сердце, могу сказать, что вот, ну, нет такого, чтобы мне кто-то звонил и говорил: значит так, сегодня ты пишешь про это, а про это ты не пишешь ни в коем случае. И это здорово, потому что если бы такие звонки поступали, ну, там, я бы один раз сказала, что, там, простите, но если вы мне доверили там, самой вести редакционную политику, давайте я сама ее буду формировать. Второй, третий раз, а на 10-й, наверное, я бы сказала, ну, наверное, я не тот главред, там, да, то есть, ну, марионеткой я не была и быть не собираюсь, вот, поэтому, на самом деле, таких каких-то ЦУ не поступает, да, безусловно, ну, невозможно говорить о том, что любое средство массовой информации сегодня в республике существует само по себе, а «Желтый дом» существует сам по себе, да, безусловно, нет, и никто этого, по-моему, и не скрывает. Безусловно, взаимоотношения есть, это абсолютно нормальные деловые взаимоотношения, без которых невозможно существовать ни «Желтому дому», ни средствам массовой информации. Другой вопрос, что мы говорим там, да, о каком-то давлении или о каком-то прессинге, но вот лично на меня его нет. Не могу говорить за других коллег-главредов, вот, но тем не менее там, я там, очень рада, что, скажем так, мой журналистский опыт позволяет таким образом общаться с некоторыми вип-политиками, что там, я могу им позвонить и там, взять какой-то комментарий напрямую. При этом прекрасно эти вип-политики понимают, что я их не подставлю, и что если мне будет сказано, что там, да, что не для печати, это для понимания, то это останется во мне. Вот. Поэтому не скажу, что я с кем-то провязана, с Алексеем Ли Черновым или с Вячеславом Легайзером. Никаких провязок нет, есть просто ровные деловые отношения. Вот я думаю, что если я процентов хотя бы, ну, наверное, 5 где-то бы озвучила, меня бы уже, наверное, не было в этой республике, потому что, ну, журналист, он как сапер, он может ошибиться, но ровно один раз, потому что если один раз ты не сдержишь слова и расскажешь то, что тебе рассказали по секрету, ну, тебе больше никакой секрет никто не доверит, а республика маленькая, и информация о том, что там ты не держишь слова, она разнесется со скоростью звука. Мне это абсолютно не нужно. Мне очень нравится благосферная площадка БНК, потому что она собрала очень разных людей. Наверное, ну, такого количества людей, с таким количеством полярных просто мнений, наверное, на сегодня не собрало бы ни одно СМИ, и, безусловно, это заслуживает уважения. Потому что блогеры чувствуют себя комфортно, они пишут то, что никто не удаляет, и это здорово, потому что там очень много, опять же, очень интересных размышлизмов на самые разные темы. Вот. Что касается 7 на 7, ну, совершенно очевидно, что это площадка для очень узкой категории северян. В основном это те люди, которые недовольны властью только потому, что это власть. То есть, ну, условно говоря, не будет завтра Гайзера, будет завтра какой-нибудь, там, не знаю, Вася Пупкин, там, коммунистом, да, или какой-нибудь там патриот, там, да, или какие у нас еще есть оппозиционные партии, так называемые. И все равно их будут критиковать, их будут ругать. Вот. Если честно, мне это не интересно. Я не люблю какие-то ангажированные заявления. Мне не нравится, когда люди не слышат друг друга, не слышат тех, кто имеет другую точку зрения. Но это скучно. Некоторое время назад ходили, по крайней мере, слухи, не знаю, насколько это достоверно, но ходили слухи о том, что в свое время Роман Валерьевич Зенищев как бы рассматривался на пост руководителя региона. Безусловно, это вызывало смех, это вызывало какие-то ухмылки, но, тем не менее, очень разные люди говорили о том, что, ну, такой вариант рассматривался. На мой взгляд, на сегодня ни один мэр не достоин поста губернатора. Если мы говорим все-таки о каких-то потенциальных еще кандидатах, ну, кто это еще может быть? Там, ну, депутаты Госсовета, ну, наверное, просто несерьезно, да? Кто у нас еще остается в политике? Остаются мэры. Вот. На мой взгляд, ни один руководитель администрации на сегодня не в состоянии стать даже просто заместителем главы республики, потому что все-таки руководитель региона, на мой взгляд, это не
просто фигуры, которые, скажем так, отвечают за кадры, отвечают за какую-то бытовую жизнь республики, отвечают за политику, за имидж региона на, скажем так, на каком-то даже международном, может быть, пространстве, не только на всероссийском. Это еще и личность харизматичная должна быть. Ну, все-таки человек с, скажем так, с репутацией, ну, такого очень такого достойного, скажем так, лидера, которому было бы, ну, если не, там, не 0 претензий, но минимум претензий. Вот в этом смысле, на мой взгляд, Вячеслав Михайлович на сегодня просто идеальная кандидатура. Ну, лично я с ним знакома 10 лет, вот в июле этого года будет ровно 10 лет, как мы с ним познакомились, и были разные ситуации, в которых доводилось с ним общаться, еще с того времени, когда он был заместителем министра финансов. Вот. И просто удивительное дело, ну, наверное, вот в моей жизни нет ни одного мужчины, который бы за столько лет, испытав такое количество искушений, а власть это просто безумный спектр искушений, чтобы он никак не изменился. Вот в хорошем смысле слова никак не изменился. Как он держал свое слово, так он его и держит. Как он разговаривал на равных, а не свысока, так он и разговаривает. Как он себя вел, так он себя и ведет. Каковы были его приоритеты, таковы и не остались. То есть вот в этом смысле слова, ну вот лично в моей жизни Вячеслав Михайлович человек особый. Более того, я знаю очень много женщин, которые с ним работали на разных этапах его карьеры, которые говорят больше, что даже в их жизни, а я общалась с людьми, ну, с женщинами, которым, скажем так, даже глубоко за 60 лет, которые говорят о том, что это не просто идеальный руководитель, а это идеальный друг, это идеальный начальник и это идеальный муж.